Я приветствую зрителей и слушателей на канале iNews, Ичкерия News. Мы выходим в эфир 5 августа, и завтра День Победы чеченского народа над Российской Федерацией 6 августа 1996 года. Завтра 30 лет со дня этой эпической, героической победы чеченского народа. Завтра в различных европейских странах и городах пройдут торжественные события. Ичкерийцы будут вспоминать День Победы и будут вспоминать, конечно же, ушедших, героически погибших за свободу. И сейчас у нас на связи из Лондона премьер-министр Чеченской Республики Ичкерия Ахмед Закаев. Ахмед, приветствую. Приветствую, Инна, приветствую всех наших слушателей, зрителей. Огромное спасибо за то, что сегодня iNews и вы с Андреем уделили внимание вот этому событию. Огромное спасибо еще раз за возможность, предоставленную мне, вспомнить об этих днях, об этих событиях и о тех героических событиях, которые вошли в историю чеченского народа как День Победы над русистами. Ахмед, завтра исполняется 30 лет со дня операции «Джихад», операции «Возмездие». Это уникальная, эпическая операция готовилась самим Джохаром Дудаевым. И она была настолько тщательно выверена и детально проработана, что чеченцы смогли ее провести через 3 месяца после убийства Джохара Дудаева. Сегодня, когда полномасштабная бойня, которой предупреждал Джохар Дудаев, идет уже 4,5 года, как бы ты оценил историческое значение этой победы 6 августа 1996 года и того объединения чеченского народа против гигантской армии России? Спасибо, Инна. Спасибо, что ты вспомнила Джохара Дудаева. Без преувеличения, эта операция еще в тот период была разработана непосредственно под руководством Джохара Дудаева. Мы эту операцию провели в марте месяце 1996 году. И практически мы это повторили в августе. Единственная разница была в том, что в марте мы не стали задерживаться в городе после 3 дней, после 3-4 дней мы вывели наши подразделения, потому что это время рассматривалось как начало переговоров. Потому что президент России Борис Ельцин объявил, что с 30 марта будут прекращены все боевые действия и начнется политический диалог. И что он непосредственно будет встречаться с Джохаром Дудаевым. И тогда было принято решение приостановить начавшуюся операцию, и подразделения были выведены из Грозного. В последующем русские этот момент и этот период использовали для физической ликвидации президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева. 21 апреля Джохар Дудаев был убит российскими соответствующими структурами, которые все это время готовились это покушение. Но удар был нанесен именно ракетой самолетов, которые базировались на Ханкале и в Моздоке в этот период. Ну, об этом мы говорили и раньше, и об этом очень много сказано. Я хочу сказать о другом. Именно феномен Джохара Дудаева, как военного, как военачальника и как человека, который умел связывать политические и военную составляющие при защите национального суверенитета, способствовало тому, что даже после его гибели, после того, как его уже не стало, но эта операция, которая была подготовлена при его жизни, принесла победу чеченскому сопротивлению и чеченскому народу. 6 августа, без преувеличения, это доказательство того, что военная мощь империи, какой бы она ни была, имеет предел, когда ей противостоит народ
который защищает свои дома, который не хочет отказаться от своего достоинства, готов нести ответственность за свое будущее, будущее своих потомков. Именно вот это являлось показателем того периода, что 6 августа вот эта операция имела успех, потому что была абсолютно всеобщая консолидация чеченского общества и единое стремление противостоять России и деоккупировать нашу страну. Именно благодаря этому мы и отстояли тогда, мы освободили свой город Грозный. Я говорю об этом не только как политический представитель Чеченской республики Ичкерия, но и как непосредственный участник тех событий. Для нас это была не очередная войсковая операция и не борьба за территорию на карте. Мы возвращались в город, превращенный российской армией в руины. Мы сражались за право нашего народа жить на собственной земле, говорить от своего имени и самостоятельно определять свое будущее. И поэтому, мне кажется, вот это событие, оно важно и для украинцев, которые также сегодня отстаивают свое право на жизнь и свое право на будущее, самостоятельно определять и отстаивать свои интересы на международной арене. И поэтому я думаю, что августовские события сегодня, они являются и примером, и подражанием для тех, кто сегодня отстаивает свою борьбу, свое право на жизнь и на свою государственность. Спасибо большое, Ахмед. Сегодня украинский народ героически воюет и героически держит удар. Помимо того, что он несет на себе все тяготы войны, смертей, ранений, психологических травм, постоянно приходят все новые изощренные испытания извне и снаружи. Предательство некоторых стран, ИПСО, спецоперации, призванные расколоть украинский народ. Я бы хотела отдельно выделить фигуру Владимира Зеленского на фоне этой войны, который за время этой смертельной бойни выдерживает неимоверные удары как снаружи, так и внутри. Иногда кажется невероятным, как один человек может все это выдержать и выходить с достоинством из чудовищных провокаций и атак. Как бы ты описал эту трансформацию президента Владимира Зеленского из человека, который не был профессиональным политиком, в крупную политическую фигуру, с которой сегодня считаются сильные мира сего? Инна, я вспоминаю период, когда Зеленский и его команда, они вели предвыборную кампанию. Они основное внимание тогда уделяли тому, что они являются партией мира, что они прекратят войну, остановят военные действия и наступит долгосрочный мир между братскими славянскими народами, русскими и украинцами. Я тогда слушал их выступления, их лозунги, с которыми они шли на эти выборы, и поражался тому, что по истечении 25 лет украинцы и украинский народ до конца еще не осознали, с кем они имеют дело, что они забыли свою историю, а что они на самом деле до сих пор еще не являлись и не являются суверенным независимым государством. И только после того, как они отстоят свою независимость и заявят на весь мир о своем намерении создать собственное государство, что только после этого возможно говорить о развитии Украины, украинского государства и о подъеме украинского народа. Но, к большому сожалению, тогда они, как мне казалось, они это не понимали. И ситуация сложилась так, что Всевышний, когда они пришли к власти, именно самая горячая и самая страшная фаза войны выпала на их долю. Я помню, попытка Зеленского в 2020 году во Франции подписать мирное соглашение и заключить долгосрочный мир с Россией. Но у Путина были другие планы. У России были другие планы на Украину. И тогда мне казалось, что они до конца так и не поняли, украинские политики, с кем они имеют дело. Что они забыли свою историю, забыли то, ради чего погибали достойнейшие сыны украинского народа, за что Советская империя подвергла украинский народ геноциду, голодомору,
искусственно созданному. Несколько миллионов людей лишились жизни. Несколько миллионов людей были вынуждены покинуть эту территорию и разъехались по всему миру. И только в 22 году, когда Россия развязала непровоцированную агрессивную войну против Украины, вот тогда и появился феномен Зеленского. Без преувеличения я считаю, что он явление международной политики 21 века. И его феномен не ограничится защитой интересов Украины и украинского народа. Конечно, если русисты его не убьют. Он имеет большое политическое будущее в вопросах переустройства мира, на мой взгляд. И не только европейского континента. Сегодня, благодаря именно ему, Европа и европейские политики переосмыслили и пересмотрели свое отношение даже к своим собственным государствам. И к тому, что они до сих пор не являются независимыми, что они во многом зависели и зависят от Соединенных Штатов Америки. Я хочу напомнить просто 25-й год, начало 25-го года, когда в овальном кабинете Трампа именно президент Зеленский не уступил и не позволил Соединенным Штатам Америки толкнуть Украину на капитуляцию. Он от имени народа заявил о том, что они будут драться до конца, и что компромисса в вопросах суверенитета, независимости и свободного будущего Украины, этого компромисса нет и не будет. И только после этого европейские лидеры на самом деле осознали все плачевное состояние свое относительно своей личной безопасности. И они стали рядом с Зеленским. Они его поддержали все. И с этого момента началось становление Европейского Союза как субъекта, политического субъекта в международной политике. И это во многом произошло именно благодаря президенту Украины. Ну, ради справедливости я хочу отметить, что у Зеленского были предшественники, которые так же, как и он сегодня, боролись за те же ценности и отдали свои жизни в этой борьбе с русистами, за что сегодня борется Украина, украинский народ. Это Джохар Дудаев, это Зият Гамсахурдия. И я уверен в том, что в истории эти три личности будут рассматриваться и восприниматься как люди, которые в неравной борьбе одни отдали свои жизни, другой все-таки добился победы. И я уверен в том, что как бы ни складывалась ситуация в будущем, вот эти три человека войдут в историю как люди, которые сумели и сломали хребет Российской империи. Спасибо большое, Ахмед. На наших глазах только что российские спецслужбы провели спецоперацию, психологическую атаку воздействия на украинский народ, чтобы выбить почву и опору в лице героев украинского сопротивления. Одновременно были запущены и кремлевские пропагандисты, и те самые хорошие русские, которые называют себя друзьями Украины и противниками Путина. Они хором с Захаровой и Соловьевым опять завели шарманку про бандеровцев, про нацистов. Чеченскому народу хорошо известно подобное обвинение, когда весь мир в унисон с российскими демократами называл чеченцев террористами, невозможно представить себе это состояние, который испытывал чеченский народ. Но есть большая разница. Чеченцы никогда не были под такой пропагандой, которая бы изнутри разрушила историческую память. Память про депортацию 1944 года и даже про 19 век, которую устроила оккупационная власть Москвы. И на самом деле эта память никогда не уходила. С украинцами, к сожалению, удалось провести этот страшный эксперимент. Отделить оккупацию и сопротивление 1944 года, которое они называют освобождением, всю борьбу УПА, вплоть до перестройки, и развести вокруг этого исторического периода болото. Ты мог бы, как представитель чеченского народа, которому всегда все было ясно, расшифровать этот ключевой узел, что те, кто затеял перестройку, Политбюро и КГБ,
под лозунгами и благими намерениями, это и были убийцы украинцев с 1944 года до перестройки. Они не переставали убивать украинцев все это время, и они расправились с главой правительства Украины в изгнании Ярославом Стытько. Мы только что вспоминали эту дату, 40 лет со дня расправы. 5 июля 1986 года. И что эти убийцы с тех пор так и продолжили убивать. Потом в Грузии в 1991 году, потом в Ичкерии в 1994. А сегодня опять вернулись в Украину. Инна, мне кажется, нам надо смотреть глубже, когда мы разбираем этот вопрос. Методы, которые были использованы всегда и использовались, они ничем не отличались от тех методов, которые Российская империя использовала с самого начала своего существования. Вот с того момента, когда она начала завоевывать страны, государства, покорять народы, и принцип, вот этот вечный принцип «разделяй и властвуй», он всегда срабатывал. К большому сожалению, ни украинцы, ни чеченцы, ни один из тех народов, закабаленных, покоренных России, не оказались исключением. Хотя, да, всегда оставалась часть, которая не забывала свою историю, которая противостояла, которая продолжала борьбу за свою свободу и независимость. Но какие-то этапы им удавалось где-то переламывать ситуацию и преподнести это в такой форме, что как будто в этих вопросах есть абсолютное единое понимание тех народов, покоренных, покорившихся в результате вот этих агрессивных войн. Российская империя, она трансформировалась в разные формы, но она никогда не переставала существовать как империя. И она всегда оставалась империей, начиная вот со времен, мы говорим о последних перестройках, о горбачевских перестройках. Мне кажется, перестройка началась еще после поражения Первой мировой войны Российской империи, когда на самом деле, это мое мнение, я просто делал анализ по всем этим вопросам, когда царская охранка предала царя Николая, который был вынужден сложить полномочия, и в последующем его ликвидировали. А кто его ликвидировал? Его ликвидировали чекисты. А кто такие были чекисты? Чекисты на первом этапе, они все состояли практически из царской охранки. Именно их и обозвал тогда чрезвычайной комиссией Ленин и назначил Дзержинского. Но мы знаем историю и биографии всех этих людей. И поэтому вот тот период, первая перестройка Российской империи в Советскую империю, когда эта же царская охранка позволила и привезла Ленина с Германии в Россию, и в последующем его руками ликвидировала Николая II, царя российского императора. И в последующем вот эти же все территории, которые входили в период правления Романовых, они практически, за исключением Финляндии и Польши, снова оказались в составе Советской империи. И эти две страны, которые вышли, якобы были отпущены, это было сделано на время. Мы же помним 30-е годы, начало войны, финской войны, когда Сталин совершил агрессию против Финляндии. И снова какую-то часть Финляндии присоединил к Советскому Союзу. Точно так же вместе с Гитлером, как они разделили Польшу. И в последующем планы людей, которые сидели в Кремле, входила, сама Германия должна была в последующем присоединиться. Если мы прочитаем внимательно Суворова, он как раз и описывает, почему Гитлер совершил нападение на Советский Союз. Он только лишь просто опередил Сталина на несколько времени, на несколько дней или на несколько недель, не более того. Когда Гитлеру стало понятно, что СССР готовит нападение, вот тогда он и напал на Советский Союз. Вот к чему я все это говорю? Вот эти все методы, которые использовались. Но мы знаем, что как среди чеченского народа, даже после депортации оставались люди, которые продолжали войну против чекистов. Продолжали. И даже 39 по 41 год было восстание чеченцев после того, как Советский Союз укрепился везде. Именно чеченцы отделились от Советского Союза и провозгласили независимость. Это в лице
Хасана Исраилова и Майрбека Шарипова, которые стали лидерами этой системы, этого государственного образования, которое бросило вызов Сталину и чекистам. Почему я провожу параллели с украинцами? И в Украине были люди, которые продолжали бороться с этой системой. И единственная нация и народ, которые в политическом отношении поддержали чеченцев в этой войне в 1994 году, это была Украина. Украинские добровольцы. Да, их было мало, но факт в том, что именно Украина в политическом отношении заявляла на весь мир, что чеченцы имеют право на свою государственность. Они не могли влиять на руководство украинское, политическое руководство, которое напрямую было связано с Ельциным, с Кремлем, с Москвой, но в частном порядке, как движение УНАН-УНСО, они продолжали отстаивать и украинский суверенитет, и говорить о праве чеченского народа на свою государственность. Вот этот же метод, который сегодня использовали украинцы, когда в тот период относительно правительства за рубежом украинского правительства, этот же принцип применялся и к чеченцам. Если тогда в большинстве своем им пропагандистском, информационном отношении удалось полностью дискредитировать национально-освободительное движение Украины, то по поводу депортации были такие пробросы, всегда проводились пробросы, что чеченцы сами были виноваты вот в этой трагедии. И когда они уже второй раз после Второй войны, когда оккупировали нашу страну и назначили оккупационный режим в лице Кадырова, он уже публично начал заявлять о том, что чеченский народ и чеченцы были сами виноваты в той трагедии, которую они пережили. И он отменил, он, во-первых, снес памятник жертвам депортации, просто своим решением он убрал вот этот памятник и в последующем запретил отмечать традиционно, которые отмечали чеченцы все эти годы, 23 февраля как день трагедии. Это тоже он озвучивал. То есть вот эти же методы, которые они применили тогда, после Второй мировой войны, когда Украина полностью была подчинена советской системе, даже с какими-то на тот момент, как им казалось, что они какие-то территории передавали Украине, о чем все время Путин, Жириновский, они и говорят, что это было искусственно созданное государство Украины. Хотя у украинских историков совершенно другой взгляд на все эти события и на то, что сегодня говорят Россия и русисты. Поэтому, Инна, нам не приходится удивляться, к большому сожалению, что вот эта система и структура, которую они создали, и эти методы, они будут существовать до тех пор, пока существует Россия как империя. И поэтому все наше усилие должно быть направлено на то, чтобы вот после поражения России в Украине, чтобы вот так называемые хорошие русские, которые сегодня выполняют те же функции, которые выполнялись все эти годы, в советский период, по демонизации героев Украины, героев чеченских, они же сегодня заняли все информационное поле Украины. Они себя выдают за друзей Украины. Но они на самом деле являются самыми страшными врагами и Украины, и всех людей доброй воли, и всех, кто сегодня ратует за то, чтобы Россия перестала быть империей. И пока мы не разберемся с ними, я думаю, что вот этот тренд в этом направлении, они все равно будут продолжать. Но я искренне благодарен, Инна, тебе, Андрею, за ту работу, которую вы сегодня делаете. Мы не имеем права не уставать, не оставить это без нашего внимания. Мы должны продолжать. Это часть нашей борьбы за наше будущее, за свободу всех колонизированных народов. Спасибо огромное за такой прекрасный ответ. Еще такой вопрос. Почему мы этим занимаемся? Не потому, что вот мы из какой-то там мести или злости хотим как-то расправиться с этими людьми, так называемыми хорошими русскими. Мы видим, в чем опасность. И я вижу, что люди во многом, да, кто-то понимает, конечно, а во многом люди не понимают, ну в чем исходит опасность. Они же сегодня на стороне Украины, и они против Путина, они же союзники. В конце концов, ну что было, то прошло, люди меняются. Это основной аргумент сегодня троллей. На самом деле я верю, что это фабрики троллей навязывают вот такое мнение.
И вот в этом контексте я бы хотела с тобой обсудить два момента. Да? Во-первых, мы люди, которые хоронили своих близких, да, и которые потеряли такое количество своего народа, мы не можем это оставить. Кто ответит, да, за эти жертвы, кто ответит за наших убитых? Это во-первых. А во-вторых, надо видеть опасность. Я сейчас попытаюсь объяснить, и ты скажи свое мнение, права я или нет. Потому что я думаю, что вот в контексте того, что мы сейчас с тобой затронули, эту всю историческую канву, роль вот этих хороших русских становится еще более зловещей, вот этих самых диссидентов, лжедиссидентов, хороших русских. Если мы понимаем, что они есть тот самый клан НКВД и КГБ, который расправился там, до перестройки, в перестройку со свободной Украиной, что так и есть. Мы проследили, что все эти люди практически есть из семей, из клана вот этого самого НКВДшного, номенклатурного, советского, красного, да, и они все и есть на самом, практически все, есть внуки оккупантов Украины, что для меня очень важно, да, из семей СМЕРШ, НКВД, журналистов, пропагандистов. И очевидно, что роль этого медийного заградотряда продолжать скрывать правду, уводить украинцев от правды про УПА, про оккупацию 1944 года, про операцию КГБ «Перестройка». И вот это засилие на украинских каналах, что самое страшное для меня, я вижу, к чему они ведут. Почему на украинских каналах сегодня позволено людям из клана убийц, да, оккупантов, их дедов, украинцев, управлять сознанием сегодняшних украинцев? Они ведь занимаются переформатированием украинского народа, как в Грузии с 91 года переформатировали грузинский народ, потому что у нас не было света вообще тотально много лет, и включали всего на час, да, московские каналы включали свет, чтобы люди кидались к телевизорам, смотрели российские каналы, а там НТВ, Эхо Москвы, вот когда включали этот несчастный телевизор на час в неделю, и этими журналистами были отравлены граждане Грузии, которые и предали Звяда. Все эти вопросы, которые ты затрагиваешь, к большому сожалению, это не только тролли сегодня говорят о том, что вот может не надо, может вы перебираете, вот они сегодня, вы не даете людям исправиться. Человек может сказать, что он был неправ, и надо уметь прощать. Это говорят не только тролли, Инна. Со мной обращаются наши люди, которых действительно я не могу усомниться в их преданности, их честности и в том, что они действительно являются сторонниками, нашими сторонниками. Но эти люди абсолютно искренне думают, что вот то, что мы говорим, и то, что вы говорите с Андреем, и то, что это нам вредит. И что вот мы как бы желаем крови невинных людей, которых мы не даем измениться. Это неправда. Эти люди не изменились. Да, покаяние это принимается, но ни один из них не покаялся ни в чем. Ни один. Даже те, которые финансировали и вооружали людей, которых совершали открытый геноцид, который отмечен международными правозащитными организациями, не мной, не тобой, а именно независимыми людьми, которые видели вот весь этот ужас. Но однако они не изменились и не изменятся. 95-й год, когда Джохар Дудаев говорил о том, что Россия и Украина схлестнутся на примиримых, он говорил это не как провидец или не как человек, который может предсказывать будущее. Он говорил это как человек, который знал эту систему и знал, что в России с так называемой с Горбачевскими перестройкой ничего не изменилось, что они будут восстанавливать и возрождать Российскую империю только под другим углом. И вот с этого времени на самом деле так называемые хорошие русские и журналисты, которые заполонили сегодняшнее информационное пространство Украины, они их начали переселять и переводить в Украину
задолго до тех событий, до 2014 года, до 2022 года. Нужно было и необходимо было, они были самые проверенные и самые надежные. И Киселев, и все те внуки тех, кто представляли СМЕРШ или КГБ, самого последнего бросили в последнюю очередь внука КГБшника, который с 4 лет ходил по Лубянке. Его бросили в самую последнюю очередь. До этого времени он находился на месте. Он там отстаивал вертикаль и был уверен в том, что никак эта система не рухнет. Да? И после этого его перебросили в Украину. Остальные все были заблаговременно переведены. И сегодня, к большому сожалению, не украинцы, точно так же, как даже чеченцы, с кем я общаюсь, они даже не понимают о том, что действительно эти люди являются засланцами. Что это они ни на йоту не изменились. Что они сегодня обслуживают Путина и его режим. Но теперь они это делают здесь, на Западе. Сохраняют, как говорится, КГБ, есть такое понятие, что они кладут яйца в разные корзины. В случае путинского поражения и его системы, которая сегодня, против которого выступает практически весь цивилизованный мир, вот они должны будут взять эстафету под другим углом, но и продолжить то же самое, что делает сегодня Путин. Путин же не сразу же пришел, да? Он же пришел только после так называемого великого демократического реформатора Ельцина, да? А он возглавил и продолжил дело, которое начал Ельцин. И поэтому они тоже имеют свою задачу и функцию, они будут выполнять уже после поражения Путина в самой России. Вот тогда они должны быть востребованы здесь, на Западе, как они себя и подают, да, что есть с кем разговаривать. Ничего подобного. Если они будут другие, если они будут отличаться от Путина и от его планов, их вот это быдло населения, которое сегодня всецело поддерживает Путина, оно их не примет. Они должны будут доказать свою верность имперским амбициям. И для этого им нужен будет потом уже Северный Кавказ в лице Чеченской республики или каких-то других республик, которые сегодня заявляют о возможной независимости и о возможности, что они используют право, принцип народов на самоопределение. Вот против них их и готовят сегодня. И поэтому не надо удивляться, не надо разочаровываться, не надо нам опускать руки. Все равно мы должны продолжать делать то, что мы делаем. И я уверен в том, что рано или поздно, я и сейчас знаю, что в Украине очень много людей, которые просто понимают, кто они такие, и с ними даже за руку не здороваются. И их большинство таких в Украине. Я это знаю точно, потому что я общаюсь не только с теми, кто сегодня определяет информационную политику и делает ее, но и с другими, которые слушают этих людей и не доверяют им, и дают очень правильную оценку, кто они есть на самом деле. И это во многом происходит благодаря и тебе, Андрей, и Инна, тебе, нам всем, которые сегодня пытаются открыть глаза наших друзей на вот это нашествие русистов под брендом либерал-демократов или хороших русских. Спасибо огромное, Ахмед. А сейчас традиционное обращение премьер-министра Чеченской Республики Ичкерия к народу Чеченской Республики на чеченском языке. Ассаламу алейкум, салам маршалду, махкварк, цабулчайга, аренцбулчайга. Ялгул август. Цайзер избайдиус айвалит толчара. И хил бол хилмаш. Нохчу омо. Дукая дукчо. Хасхиеттерс, тейлейцер. Оц хилмаша. Нохчна дуку. Теор замна. Хин долчуна. Лилан долчуна. Вапам мяш даларца. Веш бачал қол. Дал уэн билбул. Эттуд я. وقحيوغا كخلر سوت يعدقو وينش ديبر أستقاج قياتش وينوخش قومو مسيت بعشرة قاحيا جير أما إواي طول من دي هتا دال وين بيلبل طولم وينوخش قومو شي قوال ميح
Nog om historia. Ugger desjarig. Des stila deel. Bilgel de ekneha. Notsun tiaye. Duqeduk çoğ. Kızı. Çemmızı. Yer koyun. Sünşiye bağnaşlar. Ots nog om paçal urgella. Letten bulç. Nachher düz derschirder üş. Nutzarg düz deutsche. Ve mastoch çoğ düz dersch üş duqdar. Sontana. İqam. Maşvani qaçu gayaç. Duhar ve veş. Merş paçal daqayqin. Roger Dudayo prezident xarjın. Halgar prezident xarjın. Ve da düldel çani düğünda. Och maşvan no aletten bulç nahi. Och maşvan no aletten bulç nochçu. Am omi aluştik tamdu. ويخليك لالك تانر وين ميل تشامبو تشخيتا وين دقليت مشكا دقو إيش دوك ديسنيا ويدقو دارش خليها هم يرنسخ اللشون س تان توشل دا يشوفون أصدق الغن شهرة ويضاق اسطنبول شهرة ويجر ياخا تيرس رخا أجر شوغنيك أجر وين تان ميخل دوشتك هتا خليك يقام ماش دالر يرشون دلاحة وستيح اتو تبيلر سوت احوي نيت صاتسقيتشر und wo Master Lyra khillir Bücher khillir Sa'ataypan doz doch Much Bücher leha Much Farsont eha Shay politik da'yar Sana ويقومن يقعها ويقام ويموخك ويساتيسمش إيش بوحكا بيحكن شاينت إعباز ناح كارير تسان أمسون قالوا اشتكتانا أصدقالغن بولش ويجري صراحة جوجل خوي صراحة مغرير لاتن بولت املوي صراحة وماشوني سأتوش ويقام باردا قالوش دقالغن جارغن استعبسن جارسون قالوا اشتكا أص مسيرة صراحة سون وينوخش قام قنت إرداق لا وينيت سقاتشون دا نيت سقاتش ويقام دالر سأتوش أم إبارغتاق نيت سقاتشر صنخ تانا وين خادي يشتك تاون دو أما ويل نيت وتويد عبويل بولج ويجري ويدا قاستن ويجري it's اندرشون ناخ يقونخي تعزامنو خارجن قونخي برشونش أما تان دو حلاتش بل خارتسوا تان دو حلاتن بول نيت يبوق دوق لور نيت بر يدوق بيور نيت صبر تارجل تان احتولم تصباق بلر أما ويحيق دوق ويلينيق وليلينيق يأرن دين داتشون تانا ويأتنو أريغدويل دات إن شاء الله دال وعدوير دات ويتيشدو تانا ودنين تأحقال الشحولة ودنين تأليش تو شحولو وين قصة صنع شحيلن يويش موخ برغت باقة ويقام برغت تاليتا ويخيل ليلا بولقون خي توربال خوي سيرسي ديش خما بيش بوصل ديش ويش قانيان بيوش بولنيا ويك بيلغل باقة يأتو خيك خلق تانا دقنا تاتسومن شتاع غير مشتوس يو حينيخ تنقوان تعبولنا واستي ويشوت أم بغياتش بو ويشوح سيعانو غياتش بو وي داخر ويقولم هلك بغياتش دوبوش بقداتشون تانا تيبنا تانا أغوها إن شاء الله دالن الله ويشوحت أم بير بولا نوخشو قومن ظلم خندولا هم يوي كواتش دقتا داتشون يوي نيتيع داتشون إخير داتشون تانا وتصعدل قام وتصعبول ناخ تانا إش حبي أن بولنيق هرت لور أغور هرت عبيزن شولت وتستمع قسمع يتان نوخشو موخك يرسش قسقش وماستخش قسقش يتسير كرتسلوش إينيق نوخشو قامدو نوخشو قوم طول من دي إذا قد إدادي يشتو إدادوغردو ويتان ليلوشتوش بحنياها دال ساعتو بيدو نوخشو قوم شين حق دول عيدل خرج وتشوع عيدل دعوت ده وتشوع قانيان إخوشلت إحيي إيمان سا إسلام سا مش يقيو فان وين إحلاتش دول حل ويقع نوخشو موخكا حواتن دول حل دايمخكخ جاي مخك بين سيلا علاتن بول سيلا توربال خوي إش سيسز بنا تعياتن هالدو أما إذا تشيخ دير دات تشيخ داليش يات إدال تشيخ دوري تدات إذا سقاميل وقبتشال ماشون نوعه قاين تشاقو أقصى قصة تعم ألدسون بيلغل داخلوش ديك وقبتشال قن دو حال خيلش ناخي وقبتشال قن نوخش قوم ماشون دو حال خيلش ياق شون هو أخيته شون هو معته تانا ودنين أقوال دول حال قامنش برغ دوش
Россия почал юха юхши дадверз иштиби дадверз долштачун сундела шун лаахцала we почал мершали ешушун и почал мершали ешушун сундел отсан дуалун штаеш и мершяхкарани и мершяларни дуалун штаеш цунна вастихили цунда хили дай وغنوخش مخكنا نوخش قومنا ظلم دين زيدين وشول تجنا أخيرا باتشون هو خيسوش بولش خيل مشكع بوليتيك حولها فأتى بنسان خيرا باتشون شيء نوخش تي نوخش كيكش تهوا داتشون أما نوخش تي نوخش ظلم دين بول ناخنا صارنا في درديشتو تعذر إز وين لا أحتلا إز بيلغل ديردو نو إذا وي شرع دالا بوخش أورا بيلغل داخ ديشتو نيستا ديشتو هو خيتري مهتري هترياني ألا وتصح ويتغن دعوتن دول شحولي حا ناخنا يقي بيتنا تسنا ظلمش دولتي شياتس وي دولة تردات إن شاء الله دال مولات سوتيا وقوم إستوريا حا إنستيتوتشيو إبوالخ مصلحتي تدق مصلحتي تدق شرع تدق شرع تقاس ظلم خوش ظلم دينش ناخنا أو ظلم جوحتيخ إنستيتوت شو يلشو تانوق أرينسا ماشو نوع هلا بولش أم تغن حباش بولش نيق تانوق ماشو نوع دحوش تولج وقنا دحلاتش بولش ناخي تارك آلا دوسة تصحون شو أوليل داح شو أودي تاع تانليش ديني ديل يوزنسا ديل بوربنسا هرنيقوك حقاش بيلا إن شاء الله دال مغلا هر نوخش عدل نوخش بتشاق بوخ os nochtje قومي يو بيرزين os nochtje قومو في عدل خارجرس هر وق وحتصر دبوان يبقى داتشون هر سوتيا شاش سيسز مدي شاش سيسز مدي شيخ نخ مقارد بيه تغنا تعنجع عدل دات سقع عدليرة درجيرة وخو تجا واتسون دير تعنجع تع درج دات أما وينا وشطان ليش دين حباش بولنيا هرخيل شونا ليل شونا ظلم خوش جواب ديخر ugar halgash dega Россия no жопта лади зарду одуня не ахил долч низмот этожен вай метватен хелил пачал цар юер цар вай qomen din zona иза вай цар жоп диешту а иза цан пачал бухт ахиби вай диглур дац сондел киетш цакиетш хар пачал гулк дадел хар пачал даял бош таган иқиқ маш беш вол таг иза вай нохчу qomen halga شتي جوك دل ديزن قيش ديش قميرش دوشن ام شنو وما تاع ميلا قيرا شو ملج او غوش غادي يطلع رولطان ليش دينا ديل بوربنس تان دقاچون دوش نيخ قون خي كرا دوشن ان شاء الله دال مولها تار دقاچ دوشن تار دعنيستي دوشن نوخش قومي دريق نوخش قومي ان شاء الله دال مولها ويقام برات دوشن ويبچال قيوشن طبعا وأربول هريقرا اللي غوق حول يسيلش بولش ناخي نيخ ويلا شنو وبال بريات شنو شو طبعا دول شو الحل شو حل نستليت شو ديك بواخليت دوشن قصت ديل وين ثاني شق دول حاصل دوي دال مقلع ويقع يقول دو ويبعنش لي دو خليتر الله دو يسخن ولش الله دال ويش ماش مخكع ماش بتشالكع خيل شنو ليل شنو مخ دو سنخ حق دول شنو ديك دعدل زولمش دينشانك جواب ديخه دال ويش مخكع صدير زدويلوي دال وي مخ برغت بالا ويش بتشالخه ويش مخكع دايدوش اير داهر لوي لازم تيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته